В то время как Китай усиливает пропаганду, чтобы обмануть международное сообщество, одновременно жители Восточного Туркестана подвергаются принудительному труду в широких масштабах. В этом контексте видеокадры, распространенные в китайских социальных сетях, доказывают, что китайский режим заставляет уйгуров работать, несмотря на чрезвычайно холодные погодные условия. Свидетельница лагеря Зумрет Давуд-Ханым показала, как китайские власти в Восточном Туркестане заставляли 67-летнего уйгура работать под надзором деревенских чиновников в рамках практики принудительного труда, известной как хашар в сельской местности. В другом видео отмечается, что пожилых людей заставляют работать под лозунгом уборки дорог и садов в сельской местности и заставляют каждую ночь посещать различные политические тренинги и митинги. В заседании Всемирного союза мусульманских ученых, состоявшемся в Катаре, приняли участие президент Турецкого союза ученых Восточного Туркестана доктор Алимджан Бугада, бывший президент союза доктор Атаула Шахяр, сотрудник по иностранным делам и арабо-исламским отношениям Международного союза НПО Восточного Туркестана Абдурахман Джамал Кашигари, а также координатор по арабскому миру, эксперт по китайско-арабским отношениям Мухаммед Эмин Уйгур по специальному приглашению. Во встрече, стартовавшей 6 января, приняли участие около 600 человек, в том числе члены НПО из разных стран, руководители организаций, работающих на благо мусульман мира, с той же целью, известные улемы, ученые, священнослужители и политики. Заместитель председателя партии Народного движения Яшар Йылдырым рассказал об уйгурских турках на пленарном заседании в Великом национальном собрании Турции. В своем выступлении, которое транслировалось в прямом эфире телеканала TBMM TV, Яшар Йылдырым сказал: «Проблема общества только в Газе, угнетенные мусульмане только в Газе. Это не так. А еще есть восточная сторона. В 8000 километрах есть Восточный Туркестан и уйгуры». Яшар Йылдырым заявил, что уйгуры обязательно будут освобождены. Мы их не забудем и не дадим забыть. Пусть Бог накажет нас, если мы забудем. Это наши единоверцы, наша раса и беднейшие мусульмане. Будем надеяться, что так же, как тюркский народ обрел независимость в XIX веке, уйгуры будут освобождены от китайского гнета и вновь обретут свободу в будущем. Если Богу будет угодно, это произойдет. В рамках коммерческого плана «Один пояс, один путь» китайский режим разграбляет различные природные богатства, прокладывая большое количество воздушных, железных и автомобильных дорог в стратегически важном Восточном Туркестане. Несмотря на санкции многих стран из-за геноцида в Восточном Туркестане, показатели экспорта продукции принудительного труда из Восточного Туркестана в страны Европы в 2023 году побили рекорды. Согласно информации в китайской прессе, в 2023 году количество грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через пограничный путь Коргас в Восточном Туркестане, единственные ворота Китая на запад и в Европу, увеличилось на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 7762. Сообщается, что возобновились военные переговоры между США и Китаем, которые были прерваны визитом бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году, который находится в споре о суверенитете с Китаем. Согласно заявлениям оборонных ведомств двух стран, 8 и 9 января в Вашингтоне состоялись 17-е китайско-американские переговоры по координации оборонной политики. В ходе встречи делегацию США возглавил заместитель министра обороны по вопросам, связанным с Китаем, Тайванем и Монголией, а китайскую делегацию заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Центрального военного совета КНР генерал-майор Сун Янчао. Полиция, которая обнаружила, что под синагогой в Нью-Йорке, США, были незаконно построены туннели, задержала многих людей, оказавших сопротивление. Во время рейда были обнаружены секретные туннели, вырытые под синагогой. При этом были задержаны люди, оказавшие сопротивление полиции и пытавшиеся сбежать через туннели, в том числе студенты, обучающиеся в синагоге. На изображениях, отраженных в аккаунтах в социальных сетях, на некоторых из раскопанных участков были замечены грязные старые кровати и секции из деревянного шпона.